Я Бузуртанов Хамзат Магомедович. Я вынужденный переселенец с пригородного района, селение Октябрьское. Пережил все эти ужасы, весь беспредел, весь этот геноцид 92-го года. Власти абсолютно не хотят ни слышать нашу боль, ни видеть нашу боль. У нас очень много погибло на тот момент людей. Более 200 человек считаются без вести пропавшими. Их судьбой, их участью никто не интересуется, их никто не ищет. Осенью, в октябре, было траурное мероприятие на мемориальном кладбище, где похоронены жертвы этого геноцида осень 92-го года. Пришедшие туда на этот траурный митинг, если можно так назвать, мероприятие, большое начальство в лице Министерства по национальным вопросам положили список выступающих. Один за другим сами выступили по шпаргалке, в то время как у каждого человека, который проживал в пригородном районе, может с утра до вечера говорить, дважды не повторяясь. У него все это шрамами написано в душе, на сердце, болью. И когда мы попросили слова, что вот впереди, в передний ряд у нас сидели старики, дайте хоть одному-двоим слово. У них есть что сказать по этому поводу. Нам заявили, что сверху спущен список выступающих. Выступят только те, кто значится в списке. После этого траурного митинга, чуть погодя, министр по национальным вопросам собирает людей у себя, имамов, сел, и говорит с ними такую беседу, что трагедию осени 92-го года надо забыть. Закон о реабилитации репрессированных народов надо забыть. Пригородный район надо забыть. Такое может говорить человек только такой, вроде Волкова, который не знает ни боли ингушского народа, ни нашего менталитета, ни наших традиций, обычаев, адатов. Примерно я от себя скажу. Сказав от себя, я думаю, я говорю от всего ингушского народа, особенно от тех, кто проживал там, в пригородном районе, ни один человек, пока в нем бьется сердце, не забудет ни пригородный район, ни эту трагедию, ни эти жертвы. И кто думает иначе, он глубоко ошибается. Кто думает иначе, он находится не на месте. Я говорю это в адрес Волкова. Он оскорбил целую нацию вот этим своим разговором. Наши власти это... Если бы мы их выбирали, наверное, они бы были к нам более лояльные, но их назначили, и они смотрят, что им скажут их наставники. Это крик души и зов ко всему и ингушскому народу, и всему российскому народу, что творится беззаконие. Единственное, чего хочет ингушский народ хочет справедливости. Ингушский народ хочет жить по Конституции Российской Федерации. А Конституция Российской Федерации, конечно, сегодня они ее переделывают. Они раз переделали, сегодня выступают, еще раз хотят переделать под себя. Конституция Российской Федерации говорит, что я имею право жить там, где я хочу, если это не запрещено законом. Если же я преступник, то меня надо наказать. Если нет, то
что мне надо вернуть мой дом, мое имущество и дать мне возможность там, где я жил. Я жил там, потому что оттуда был сослан в Казахстан в 1944 году мой отец, мой дед. Если кто-то думает, что оттягиванием этого вопроса или запугиванием, или подкупами чиновников, если они думают, что этот вопрос на этом закроется, они глубоко ошибаются. Никогда в жизни, пока один ингуш живой, вопрос пригородного района, не останется забытым. Я прошу власти Российской Федерации, власти Ингушетии и Северной Осетии сесть за стол переговоров и решить этот вопрос, в конце концов, как оно должно быть, как оно должно вернуть всех вынужденных переселенцев в места своего прежнего проживания хотя бы на первое время. Всех без исключения. Не может быть там никаких закрытых сел.